В прошлый раз мы рассматривали проекты музеев, которые выполнили студенты Мордовского университета для города Саранска. Город Саранск для большинства из них это город родной, хорошо известный, знакомый, с понятной архитектурой, поэтому больших проблем в этом проектировании не было. Но некоторые студенты поставили перед собой более сложную задачу – предложить современный музей для другого города. Первый импульс они получили, когда выезжали на летнюю практику в другие города, приезжая в Казань или Астрахань, Псков или Ростов-на-Дону. Они погружались в городскую культуру новую для себя, они изучали городской центр, посещали, конечно же, возможности все городские музеи. И только после такого погружения можно было перед собой поставить эту очень сложную даже для профессионала задачу – запроектировать новый современный музей. Некоторые студенты не ограничивались одним посещением этого города, им приходилось еще приезжать вторично, в третий раз за сбором дополнительного материала. И, конечно же, время проектирования такого общественного здания занимало не 4 месяца, как требовал график дипломного проектирования, а гораздо больше – 2-3 семестра. Разумеется, студенческие проекты музеев не были вот такой вот подсказкой городскому сообществу о том, что у них музейное дело обстоит неблагополучно. Но взгляд со стороны бывает очень такой показательный. Но в самом деле, мы приезжали в город Владимир и шли в Краеведческий музей, он оказывался очень маленьким. Для такого города, великого города, древнерусского города, как Владимир, этот музей, конечно, очень крохотный. То же самое город Рязань. Краеведческий музей там очень небольшой. А вот, скажем, в Екатеринбурге художественный музей нам показывает всего лишь 2 экспозиции. Первая – это замечательное художественное литье Кослинское из чугуна, это один зал фактически, и 3, по-моему, 4 зала – это коллекция русского художественного авангарда начала 20 века. Там нет ни иконы, она там очень интересная, ни 19 века, ни 20 века. То есть советский период просто выпадает. Разумеется, такие музеи, они не дают полного такого адекватного представления о городской культуре и вообще о городе, о регионе. Мы понимаем, что эти музеи очень старые. Вот каждому из этих 3 музеев более 150 лет, они находятся в старых зданиях. Они просто не могут расшириться и показать все, что они хотели бы нам продемонстрировать. Это мы понимаем. Вот. Но, тем не менее, впечатление не совсем полное, когда посещаешь такие музеи. А теперь посмотрим, что получилось у нас. 16 дипломных проектов современных музеев, которые выполнили студенты Мордовского университета по направлениям архитектура и дизайн архитектурной среды. Начнем с музеев, посвященных промышленности и транспорту. В нашей стране немало городов, где такие музеи могут появиться. Студенты выполнили 5 проектов на эту интересную тему. Денис Канев в 2016 году побывал в Нижнем Тагиле на Урале. В годы Великой Отечественной войны здесь ковалась наша военная мощь, выпускалась тяжелая военная техника. И автор предложил в центре крупного индустриального города, в пустом лесопарке на берегу пруда, устроить парк Победы с экспозицией оборонной промышленности. Большая территория разбивается на функциональные зоны. Главная аллея ведет к экспозиционному павильону. Архитектура павильона, планировка парка и дизайн архитектурной среды отсылают к послевоенному триумфальному стилю советской архитектуры. Это громадное пространство, спускающееся с террасами к воде, устремленные в глубину перспективы, брутальные помпезные архитектурные формы. На пьедесталах выставлены экспонаты, тяжелые танки, выпускавшиеся местным заводом. Графическая подача проекта под стать военной тематике музея. Михаил Питайкин в 2015 году выполнил дипломный проект на основе впечатлений об индустриальной Казани. Он обследовал промзоны этого города и запроектировал музей оборонной промышленности. Он предлагает построить музей в ныне запущенной территории со смешанной застройкой неподалеку от порохового завода. На генеральном плане мы видим параллелепипед, который как бы выбивается с красной линии улицы. Показаны планы 2 уровней. Это прямоугольник с сломанными краями, напоминающий броневик. Внутри находится зал с экспозицией и другие функциональные зоны музея. В разрезе мы видим 2 уровня. На нижнем стоит тяжелая транспортная техника, на 2-м уровне экспонаты помельче.
Снаружи здание действительно напоминает броневик, оно угловато облицовано металлическими листами, между которыми оставлены стеклянные щели. Никаких архитектурных деталей здесь нет, у этого здания и не может быть украшений. И соотношение закрытости и открытости здесь найдено убедительное. Это общественное здание, но имеющее образ неприступности. Такое ощущение, что здание, как броненосец, угрожающе передвигается по рельефу. В 2012 году Наталья Боляева сделала проект реконструкции заводских корпусов XIX века, находящихся в центре Казани на озере Средний Кабан. Это памятник промышленной архитектуры. Казань и в прошлом славилась своей химической, пищевой промышленностью. Автор побывала на этом закрытом ныне заводе, встретилась с менеджерами, которые разрабатывали варианты приспособления старых корпусов для новых функций. Проблема заключается в том, что цеха занимает большие площади, и одной функцией комплекс не ограничится. Наш автор предложил разместить в корпусах музеи пивоварения, лакокрасочной и мыловаренной промышленности и изготовления текстиля. Вот так интересно выглядят фасады заводских корпусов, они имеют статус объектов культурного наследия. То, что в XIX веке считалось утилитарным строительством, сегодня воспринимается архитектурным искусством. Красивый силуэт, необычные формы, металлические конструкции. В проекте предлагается не только привнести музейное оборудование и экспонаты внутрь помещений, но и выйти к воде пешеходной зоной. В прошлом году вдоль берега этого озера была сделана современная набережная с экологическим дизайном, а наш автор это предусмотрел несколько лет ранее. Всегда интересно смотреть на разрез сложного по форме здания. Оказывается, что одно технологическое помещение напоминает бутылку. Сходство, конечно, случайно, но пространство получается очень интересное. И посетитель музея оказывается в кирпичной бутылке. В 1927 году в Москве на Новорязанской улице выдающийся архитектор Константин Мельников построил гараж для автобусов в форме подковы, которая была не формализмом, не оригинальностью, а рациональной технологией хранения и передвижения автобусов. Студентка Дарья Сухова занималась обследованием памятников авангардной архитектуры в Москве. И в 2018 году она защитила дипломный проект, в котором предложила закрытый гараж превратить в музей общественного транспорта Москвы. Вроде бы проблемы здесь нет. Если раньше здесь стояли автобусы действующие, то отныне будут стоять автобусы как экспонаты. Но музей – это не гараж. Музей подчиняется нормам общественного здания. И самое главное, здание является памятником архитектуры. Поэтому нельзя менять ни его планировку, ни его фасады. Как же быть? И автор решил в проекте ряд непростых планировочных вопросов. Кроме того, широкое здание перекрыто металлическими фермами выдающегося инженера Владимира Шухова, и они должны быть сохранены как памятник инженерной мысли. И в итоге в проекте получилось полноценное экспозиционное пространство, перекрытое металлическими конструкциями, пространство в разных уровнях. И даже можно спуститься в смотровую яму и посмотреть снизу на транспорт. На этой перспективе мы видим подвесную галерею, которая идет под всей крышей. Это смотровая галерея, откуда контролировать состояние крыши и наличие в гараже машин. По проекту по этой галерее можно пройтись и посетителю музея. Это будет интересно. В 2019 году в этом здании состоялась презентация будущего музея, но сам проект москвичами не был разработан. И пока вариант Дарьи Суховой является наиболее убедительным решением. Продолжает транспортную тему Дмитрий Михеев. В 2016 году он предложил проект музея Дальневосточной железной дороги в Хабаровске. Как известно, на рубеже 19-20 веков была проложена грандиозная Транссибирская железная дорога от Урала до Дальнего Востока, и сегодня сохраняются в качестве памятников транспортной архитектуры, инженерии отдельные мосты, туннели и вокзалы. Некоторые объекты музеифицированы, например, кусок старого металлического моста через реку Обь в Новосибирске. Новый мост при этом находится рядом. Такой же фрагмент мостовой инженерии сохранился в Хабаровске. И его можно не просто музеифицировать, а построить рядом музей железной дороги. И вот предлагается рядом с арочной фермой сделать ангар,
В нем воссоздать верное депо для ремонта локомотивов, установить паровозы, вагоны, дорожное оборудование. Как правило, железнодорожный музей находится под открытым небом, например, Петербургский музей железной дороги. А закрытый музей транспорта не связаны с крупными постройками железной дороги, как, например, музей техники в Милане или Берлине. А в Хабаровске можно объединить мост и ангар с экспонатами. Студентов привлекает военная и политическая история нашего Отечества. Она непростая, она вызывает острые дискуссии, поэтому надо обладать известной смелостью, чтобы за эту тему взяться. Было выполнено 4 проекта исторических музеев. Причем каждый автор попытался избежать банального, тривиального решения. Несколько раз мы со студентами выезжали в Крым. После этих содержательных поездок у нас была серия научных публикаций по архитектуре Крыма и целая серия архитектурных проектов, очень интересных. Участник Крымского молодежного форума Илья Шарапов в 2017 году защитил дипломный проект «Музей боевой славы озера Сиваш». Автор обследовал большую территорию полуострова, чтобы найти место для музея, в котором можно было бы показать военную историю легендарного Крыма. Разумеется, акцентировав внимание на русско-турецких войнах XVIII-XIX веков, на гражданской и Великой Отечественной войне XX века. Для этого автору требовался пустынный ландшафт, без жилья, без возделанных сельхозугодий, без туристических примет, своего рода выжженный солнцем марсианский пейзаж. Чтобы в таком безжизненном ландшафте появилось строение, напоминающее разрушенную крепость. Такое место было найдено на берегу озера Сиваш. Берег юго-восточной части залива летом напоминает мертвую планету, да и зимой тоже. Желтая каменистая земля без растительности обрывается к желтой воде. Автор предлагает на берегу построить из грубого бетона закольцованную структуру, напоминающую средневековый замок, с основанием разрушенного донжона, или оборонительные укрепления, которые возводятся на берегу моря и противостоят мощному натиску врага. Была придумана хитроумная планировка и конструкция, позволяющая разместить экспозицию внутри здания и перед ним на открытой площадке. Показаны планы 3 уровней. Маршрут движения зрителей закольцован, но им придется пробираться в лабиринтах, чтобы прочувствовать замкнутое пространство осажденной крепости. Планы очень сложные и хорошо сделанные. В целом получается объемная композиция, брутальная форма, действительно напоминающая или средневековую крепость, или архитектурный брутализм второй половины XX века. Автор проекта внимательно изучил западную архитектуру такого рода. На страшной границе между неживой землей, сушей и гнилой водой озера Сиваш вырастает бетонная постройка. Между жизнью и смертью, между миром и войной живые и мертвые формы. Конечно, это оборонительное сооружение. Рвы, траншеи, стенки. Своего рода ленд-арт в стиле милитари. В бастионах стоят орудия, у стен военные машины разных времен, у причалов военные катера и шлюпки. Стены из грубого бетона с кирпичными вставками, характерными для крепостей XIX века. Красные капли на сером, что очень символично. На разрезах видна экспозиция музея. Залы и галереи, в которых показаны драматические и героические эпизоды военной истории Крыма. А так выглядит проектная часть работы. Графическая подача очень выразительна. Она подчеркивает образ музея и образ территории, уникальные образы истории и места, собранные в программе музея и выражены архитектурой музея. На международном смотре-конкурсе дипломных проектов в Новосибирске работа Ильи Шарапова завоевала 3 престижные награды, в том числе диплом Американского фонда современной архитектуре имени Лазаря Хидекеля. Еще один музей, посвященный войне, финской войне. В Ленинградской области, в местах боев, Ольга Шадрина предлагает создать музей. Проект 2016 года. Это небольшое здание из бетонно-кубической формы. К нему ведет каменная дорожка.
На архитектуру любого здания влияет множество факторов. Рельеф местности, конструкции, функциональные особенности. Но как влияет погода на архитектуру? Редко кто из профессиональных архитекторов учитывает особенности погоды. И наш автор в качестве условия восприятия архитектуры выбрал холодную сырую погоду, вечный моросящий дождь. Поэтому главная картинка проекта, вид на здание, процарапана дождевыми струями. Небо свинцовое, сквозь черные облака пробивается солнце. И архитектура жесткая, минималистическая. Это куб в центре плана квадрата, квадратный двусветный атриум, из которого трудно выбраться, а если выберешься, окажешься под вечным дождем. В Казани сохранилось несколько памятников эпохи конструктивизма, но их немного, и состояние их крайне неудовлетворительное, почти аварийное. Поэтому они требуют особого внимания. В центре города находится так называемый Мергасовский жилой дом 1929 года постройка, где в свое время проживали сотрудники НКВД. Само управление находилось в здании напротив. Анна Тимофеева в 2012 году заинтересовалась этим памятником конструктивизма, чтобы предложить музей, посвященный политическим репрессиям. В 1960-е годы была опубликована книга Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», в которой жена партийного работника и мать будущего писателя Василия Аксенова описала 18 лет лагерей и каторги. Начало этой драматичной истории происходит в Казани. Как раз в 10, 11, 12 годах в Казань приезжал Василий Павлович Аксенов, был организован ежегодный фестиваль «Аксенов-фест», начали создавать музей казанской интеллигенции имени Аксенова. Анна Тимофеева всем этим увлеклась и решила разыграть драму советской истории в архитектурной среде 30-х годов. Автор проекта решает сохранить в аварийном доме жилье, восстановив его, провести реконструкцию квартир. Этот дом располагается на возвышенности, ниже него находится сквер, а напротив квартал бывшего НКВД. Сам музей размещается в подземном пространстве. Он заглубляется во дворике дома и выходит подземным уровнем к скверу, таким образом, что его вход оказывается напротив здания НКВД. Планировка музея ломаная, с остроугольными помещениями. Экспозиция рассказывает о всех послереволюционных репрессиях, проходивших в Татарстане. Раскулачивание крестьян, репрессии против горожан, национальной интеллигенции, коммунистов в 30-е, 40-е, 50-е годы. Планировка должна напоминать лабиринт с трудным продвижением зрителей, череда спусков и подъемов, узкие темные коридоры. И наш студент применил решение, которое было реализовано 5 лет спустя в Московском музее ГУЛАГа. Путь зрителя – это преодоление пространства, как метафора крутого маршрута. Так выглядит вход в музей со стороны сквера. Это пещера, в которую необходимо зайти и подобраться к фундаментам, самим устоям дома НКВД. На каком ужасе покоилась вся эта система. Увидеть. Сам вход должен стать актом, на который надо решиться. В разрезе это выглядит таким образом. Музейная часть как бы подкрадывается к жилому дому снизу. В нем 2 этажа с экспозициями. Разработано несколько помещений с экспозицией. Это комната, посвященная семье Аксеновых, домашний быт члена татарского обкома партии, молодая жена-комсомолка, беззаветно верящая партии, сын Вася, школьник. И дальше другие помещения, рассказывающие о жестокости режима, о загубленных жизнях, о людях выдающихся и самых обыкновенных. Кстати говоря, как раз в это время на Западе появился новый раздел «Психология восприятия», который исследует музеи вот такого рода, в которых посетитель должен испытать болезненный шок. И как из этого ненормального состояния надо выводить зрителя. Это тоже становится задачей архитектора и дизайнера. Видим тесные застенки, подземелья, из которых невозможно выбраться на солнечный свет. Во время работы над проектом мы обсуждали примеры архитектуры подобных музеев, в частности, Берлинский музей Либескинда 1998 года, который
Ане очень хотелось посмотреть, но тогда ей не удалось съездить в Берлин. Она посетила этот прославленный музей после окончания университета, когда уже работала в архитектурном бюро Сергея Чобана. И она уверенно заявляла, что ее музей решен интереснее берлинского. Даже перед лицом великих мастеров надо отстаивать собственную позицию, свое архитектурное решение. Это правильно. В целом чертежи проекта выглядят вот так. В распечатанном виде 10 квадратных метров и картонный макет метровой площади. Проделанная студентом работа, конечно, впечатляет. Политическую тему продолжает проект Николая Вичканова 2013 года. Это реконструкция мемориала в Катыни, Смоленской области. В 1940 году здесь были в лесном лагере расстреляны польские офицеры. 15 лет назад на месте захоронений был поставлен мемориал. Он был дополнен польскими архитекторами чуть позже. Но после трагической катастрофы в 2010 году польского правительства самолета, летевшего на открытие мемориала, история места представляется просто зловещей, роковой. Какие-то дополнительные объекты здесь, конечно, должны были появиться. Их предлагает Николай Вичканов. Он обследовал это место и предложил построить небольшое здание, музейное, и 2 храма, православный и католический. Мост соединяет территорию, рассеченную автотрассой. Это символично. Соединение ради примирения. Храмы решены в традиционных формах, а музей в духе взрывного деконструктивизма. Это композиция, повторяющая военный музей в Дрездене Либескинде, конечно же, и противостоящая 2 храмам с их статикой и умиротворением. Тема эта очень непростая, не каждый может принять историческую трагедию, но молодой человек отважился на работу с этим сложным материалом. В музейном кейсе есть проект художественного музея. Город Пенза, начало 20 века. Один из центров художественного авангарда в России. И в 2016 году Екатерина Шерстобитова защитила дипломный проект на тему «Музей русского авангарда» имени Владимира Татлина. Выбран центр города, правобережье реки Суры, ныне запущенная территория, хозяйственная зона со складскими корпусами. Общегородской центр находится на противоположном высоком берегу реки. И получается, что берега очень неравнозначны по наполнению. Автор, конечно, вдохновлялся архитектурным конструктивизмом, может быть, даже в первую очередь театральным конструктивизмом, и формирует сложную композицию. План здания состоит из ломаных форм, а с реки мы видим объемный супрематизм, дополненный консольными и вантовыми конструкциями, характерными, наверное, для Николая Ладовского. В музее можно собрать произведения, созданные в местном художественном училище, которое в 20-е годы называлось «Свободными художественными мастерскими», а в качестве центра экспозиции поставить башню 3-го интернационала, которую воссоздали преподаватели училища 15 лет назад. Это наиболее точное повторение знаменитого макета Владимира Татлина. Лев Николаевич Толстой в юности жил и учился в Казани. Усадьба находится в центре города, у Кремля, у стен Богородицкого монастыря. Монастырь в 10-е годы стал возрождаться. В прошлом году был установлен собор величественный этого монастыря. В окрестностях построены очень дорогие громадные дома. В целом район улицы Большая Красная становится очень респектабельным, очень дорогим. Это место изучила Яна Чеглинцева в 2015 году, защитила дизайнерский проект литературного музея. Музей Толстого находится в старинном особняке, но долгое время он оставался без подобающего внимания. На развертке мы видим красивый ампирный фасад этого здания. Наш автор предлагает, кроме восстановления здания, реанимировать всю городскую усадьбу и сад также превратить в литературный музей под открытым небом. В 2014 году, после многочисленных поездок на Волгу в город Юрьевец, был сделан проект, посвященный древним русским городам, затопленным в 30-50-х годах Рыбинским и другими водохранилищами. Водохранилища решали важнейшие задачи советской энергетики, но при этом большие территории были затоплены, ушли под воду десятки населенных пунктов с прекрасной старинной архитектурой.
Автор проекта Валерий Панов. Это аналитическая часть проекта. Город Юрьевец также наполовину ушел под воду. Автор предлагает на острове посреди Волги поставить железобетонную платформу, своего рода плот, на котором будут собраны символы утраченных городов. «Русская Атлантида» – так назвал автор свой проект. Центральная цилиндрическая башня – это цитата из архитектуры Алексея Щусева, который еще до революции предлагал построить музей русской провинции. Но проект этот не был осуществлен. Географическим феноменам посвящены 3 музейных проекта. В них отражено восхищение бесконечно разнообразной природой России в тех местах, в которые побывали наши студенты. В 1917 году Никита Шарапов выполнил проект музея Волжской дельты. Место это уникальное. Здесь находится крупнейший в России заповедник. В 70-х годах в Астрахани проектировали институт дельты, но его так и не построили. Волга рассекает Астрахань на части. В середине реки находится большой остров, через него проходит автомобильный мост, но сам остров – просто заросший кусок суши с диким пляжем по краям. Вот так выглядит музей дельты, если на остров посмотреть с моста. Вдали мы видим Астраханский Кремль. Здание музея необычной формы, его подчеркивают конструкции. Формы напоминают скелет доисторического животного или древнюю речную ладью, откопанную археологами. В крыльях здания размещаются экспозиционные залы. Остров с музеем будут встречать корабли, прибывающие в Астраханский речной порт. Конечно, Кавказ привлекает всех своей экзотической красотой, древней культурой, историей. Поселок Домбай облюбовала Валерия Зверкова. После обследования и аналитической работы она выполнила проект Музея Кавказа, защитила его в 2018 году. Природа, этнография кавказских народов, мифы, альпинизм – все это можно показать в Музее Кавказа. Автор нашел на сложном рельефе плоскую площадку, предложил планировку, напоминающую группу скал. Функциональная схема получилась переусложненная. Помещения и уровни сложно соединяются между собой. Это сделано для того, чтобы посетитель музея прорепетировал прогулку по горным аулам или восхождение на вершину. Снаружи мы видим скатные крыши над павильонами. Большое остекление позволяет любоваться пейзажами из музейных залов. И архитектурные формы вторят горным вершинам, которые возвышаются вокруг поселка. Человек в своих постройках всегда имитировал природные формы. И на Кавказе это особенно чувствуется от пещер менгиров до высоких дозорных башен. В разрезах можно увидеть систему залов и характер экспозиции, в которой культура органично связана с природой. Оригинальный проект представила Анастасия Щукина в 2017 году. Это дизайнерский проект, разработка подземного пространства. В Ленинградской области есть природный памятник Саблинские пещеры, где недавно был организован геологический музей. Но дизайнерски он не был проработан. Между тем пещеры, которые растянулись на сотни метров, необходимо превратить в экспозиции, не нарушая природных особенностей. И само пространство должно быть организовано по законам пространственной композиции. И последний проект музея. Он был выполнен в 2016 году Олегом Чогиным для Пензы. На острове Пески предлагается организовать гробанный центр культуры с музеем. Но автор только использовал пензенскую топографию для того, чтобы смоделировать грандиозную урбанистическую фантазию. Есть рассмотренный музей русского авангарда, очень точно привязан к Пензе, к его истории, к его застройке, то последний проект переносит автора и зрителя в суперурбанизированный мировой центр, где-то в Сингапуре или Токио, наверное, мы оказались. Это есть виртуозное упражнение на футурологическую тему. Многоуровневые мосты, платформы, сферы, купола соединяются в причудливый мир архитектурного дизайна. И внутри залов показана экспозиция, посвященная космосу. Вероятно, такая архитектура станет реальностью.
когда и космические полеты станут такими же обычными, как поездки на трамвае. Как мы видим, архитектурная стилистика представленных проектов самая разная. Это может быть традиционный хай-тек или хай-тек пластичный, доведенный до скульптуры. Это может быть советский монументализм, точнее стилизация под триумфальную архитектуру конца 40-х годов. Это может быть брутализм в духе западной архитектуры 50-х годов. Или постмодернистский коллаж и синтез форм. Наконец, деконструктивизм. Он-то, пожалуй, доминирует в этой подборке проектов музеев, потому что современный музей часто требует острого драматического решения столкновения форм. В любом случае стилистику диктует сам музей. Образ здания порождает его коллекция и место в городской среде, и природной среде, конечно. В заключение я перечислю руководителей дипломного проектирования, без которых эти смелые яркие работы не могли бы появиться. Сергей Михайлович Нежданов, Фарида Каюмовна Казакова, Равиль Рахметуллович Кудряев, Галина Николаевна Сергеева, Владимир Александрович Шалдыбин, Нина Михайловна Комарова, Андрей Валерьевич Разумов, Евгений Васильевич Шерчков, Ольга Алексеевна Ботевна, Валерий Александрович Панов.